уже 15 декабря пройдут юбилейные 30-е джанибековские чтения. Они посвящены ногайскому просветителю и ученому Абдул-Хамиду Джанибекову. Более подробно об этом мы поговорим с членами правления Центра ногайской культуры «Эдиге», активистами ногайского этнокультурного движения Вильданом Мурзалиевым, Линарой Иргалиевой и Рамилем Айтмамбетовым. Доброе утро, дорогие гости. Здравствуйте. Джанибековские чтения, как мы уже сказали, проводятся у нас с 91-го года. Да, 30 лет. Как зародилась традиция вообще проводить это мероприятие, с чего все начиналось? Ну, прежде чем рассказать о самом мероприятии, наверное, было бы правильно, скажем так, упомянуть самого Абдул-Хамида Джанибекова. Кто это такой? Это общественный деятель, просветительская деятельность которого началась на заре 20 века, и она была направлена на развитие и сохранение ногайского самосознания. В этом году джанибековские чтения, скажем так, юбилейные, 30-е. И в этом году они еще приобрели статус международного мероприятия, потому что кроме российских, скажем так, ученых, в этом мероприятии примут участие еще и ученые из Турции и Казахстана. Это, конечно, не может не радовать. Наверняка с каждым годом чтения приобретали какие-то разные форматы, особенности. Что будет ждать участников в этом году? Что вот их такого вот особенного ждет? Что за формат приобретает джанибековские чтения в этом году, да? Традиционно джанибековское чтение у нас начинается, конечно, с возложения цветов памятника Джанибекова, который находится на реке Царев, непосредственно улица бывшая Кизлярская, она была переименована как раз улица Джанибекова. Там сохранился по сей день дом, где Абдул-Хамид Шашимбиев Джанибеков провел детские, юношеские годы, где проживали его родители. Он также работал учителем в школах Красноярского уезда и в селе Яксатово, ныне это Приволжский район. Далее работал непосредственно в школе на реке Царев, раньше называлась река Тияк, там была Слобода, она когда-то называлась Карагаш-аул, очень много было переселенцев карагашско-нагайцев, и там был образован кружок джин, который называется «Собрание». И цель этого кружка была собрать фольклор нагайский и также просветительская деятельность. Итак, а на чтениях, я так понимаю, будет какая-то образовательная, да, часть? Да, дело в том, что как раз те традиции, которые были, так скажем, заложены еще при Джанибекове, мы, получается, спустя некоторое время решили в 91 году все это возродить и продолжить уже в рамках джанибековских чтений. Давайте, наверное, более подробно поговорим о том, кто станет гостями и спикерами на джанибековских чтениях. Итак, спикеры будут у нас Даниил Кивниязов, это доктор исторических наук, он приедет у нас из Республики Дагестан, города Махачкалы непосредственно. Участники, как уже сказали, будут не только зарубежные, да, из Турции, Казахстана, а также с Башкирии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Республики Крым. Ну и, соответственно, местные наши историки, исследователи, которые непосредственно работают, которые имеют также и свои исследовательские работы и в плане истории нагайцев и эпоса. Насколько мы знаем, программа достаточно обширная. Будет и круглый стол, и выставка книг, часть из которых вы даже к нам сегодня в студию принесли. А что касается какой-то творческой программы? Культурной. Да, будут ли какие-то концертные номера, допустим? Круглый стол у нас будет проходить в конференц-зале «Азимут», непосредственно это в 10 часов. Далее идет возложение цветов, выезда к памятнику Джанибекова и к дому, где он родился. В 16:00, получается, программа «Каз продолжит», концертная часть уже. Там будут участвовать коллективы села Ростопуловка, ансамбль «Дослуг». Также будут коллективы Красноярского района из села Джанай, ансамбль «Яныма». Будет принимать участие астраханская песня и исполнители, вокалисты. Прекрасно. Рамиль у нас напоследок пригласит астраханцев и гостей города нашего на прекрасные 30-е джанибековские чтения. Как это сделать? Уважаемые астраханцы и гости города, 15 декабря сего года бизнес-центр «Азимут». В 10 часов приглашаем всех желающих посетить юбилейные джанибековские чтения под свободный. Ну и что? И принимать участие активно. И принимать участие, да. Конечно, спасибо вам огромное. Желаем, чтобы 30-е джанибековские чтения прошли успешно, чтобы был круглый стол интересный. Можно больше участников. И участников было много. Я думаю, что это все вполне осуществимо. Спасибо большое, что были с нами сегодня этим утром.